Думбыра – башкирский струнный щипковый музыкальный инструмент. Еще лет 30 назад считался в нашем регионе редкостью, почти утраченной и забытой. Теперь же искусству игры на думбыре учат на всех ступенях музыкального образования, от школы до института. И все же перед нами редкость. Во-первых, играя на нем, музыкант совсем не использует медиаторов, а во-вторых, на инструменте Ильдара установлены нейлоновые, а не стальные струны. Изначально мне дали инструмент, который имел металлические струны. Дали медиатор, сказали, вот нужно играть медиатором. Какое-то внутреннее чутье подсказало, что не то это. Как так? Народ играл медиатором, как-то не совсем похоже. И как-то это похоже на русскую домбру. Более того, у меня друзья калмыки, казахи, они играют исключительно традиционной техникой исполнительства. Без медиатора? Без медиатора. Аналоги башкирской думбыры есть у всех тюркских народов. Самый распространенный инструмент – это, конечно же, домбра. Ее двухструнный вариант особенно почитаем у казахов. Музыкальный мир тюрков демонстрирует огромное разнообразие возможных конструкций этого инструмента. Явные родственники друг другу – домбра, камус, дутар, думбыра. Это лишь немногие названия любимых инструментов певцов-исказителей. С одной стороны, домбру было легко носить с собой, с другой стороны, мягкое и в то же время глубокое звучание жильных струн идеально подходило для аккомпанемента.